Баста. Подписчики просят внести ясность. Мы конвенцию отменили или в ней остались? Ты уж объясни, пожалуйста, что конвенция осталась в силе, а цирк вернется снова после следующих выборов в Сейм. Баста, не кусайся! Просто мы с Бастой продолжили изучать опыт других стран, которые давно уже ратифицировали конвенцию. И, если честно, меня немножко шокировал пример Швейцарии, благополучной, хорошей Швейцарии. Там уже 10 лет ратифицирована эта конвенция, но кривая случаев домашнего насилия уверенно стремится вверх. Un tā ir Šveice, valsts, kur pietiek līdzekļu gan krīzes centriem, gan informatīvajām kampaņām, gan visvisādiem uzticības tālruņiem. Bet vienalga, ko lai viņi dara, vardarbības gadījumu skaits pieaug. Un tāpat virknē valstu, kur ir ratificējuši Stambulas konvenciju. Tātad konvencija ir, visi pareizie mehānismi ir, bet vardarbības gadījumu skaits pieaug. Просто такое ощущение, что все эти запреты работают как запрет курения. Например, Европа, я была удивлена, тратит каждый год порядка 200 евро на одного жителя на борьбу с курением. Что в результате Европа самая курящая в мире. Почти каждый 4-й человек зависим от никотина. Точно так же у нас борются с алкоголем, запретив его продажу. Теперь те, кому запретили, загоняются тройным одеколоном. В общем, мне, если честно, стрёмно от того, что современному обществу как будто надо какими-то специальными конвенциями и законами объяснять, что пить и курить это вредно, что бить слабых это плохо. Но Баста, цирк приедет снова. У нас скоро выборы в Сейм. Да.